Почему так важно? Ну, потому что насилие – это неправильно. Я впервые узнала, что в Киргизии воруют девочек-невест. Я до сих пор не могу дочитать все комментарии под клипом, потому что я начинаю плакать. Вот, надо сохранить семью, неполные семьи – это кошмар и мрак. В итоге я это сделала, никому не сообщила, забрала детей и скрылась. Скажешь одно слово, уже весь район знает об этом. Жизнь меняется, и ментальность, и восприятие жизни у женщин тоже должны меняться. Ты хочешь сделать себе инъекцию, ты хочешь сделать себе пластическую хирургию, пожалуйста, просто скажи, что ты это, не ври никому, что это у тебя от природы появилось. Не бояться, не стесняться себя и своего тела. Как говорил великий Баста, таков закон сансары, мы говорим голосами. Наши дети говорят. Великий Баста. Я говорю, так, не паримся, встала и пошла. Сегодня эксклюзивный выпуск программы «Эджи Синделер». У нас в гостях музыкант, известная певица Манижа, а также ее продюсер и мама Наджиба Усманова. Передачу сегодня ведем мы, я, Алия Суранова, и моя коллега Айгерим Акылбекова. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада приветствовать вас в нашей студии. Мы так волновались. Я до сих пор волнуюсь, и мне руки дрожат. Прекратите. Больше недели мы вас ждали. Да, мы так что готовились. У нас тут 6 листов. Не все мы будем читать сегодня, это не все успеем. В общем, добро пожаловать в Кыргызстан, к нам в студию. Мы вам очень рады. Давайте я вам предлагаю сейчас вместе со зрителями посмотреть небольшой сюжет о вас, о вашей деятельности, а потом продолжим нашу передачу. Давайте. Хорошо. Манижа Сангин – российская певица, независимый музыкант. Пишет и исполняет песни, режиссирует видеоклипы. В 2021 году представляла Россию на Евровидении с песней о русской женщине «Russian Woman», которая никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя. Манижа родилась в Таджикистане. Во время войны, когда ей было 3 года, семье пришлось переехать в Россию. В школьном возрасте она начала заниматься пением. Участвовала в различных конкурсах и фестивалях. Ребятам по соседству, таким же, как и я. Люби меня, люби, ярким огнем, ночью и днем. Сердце сжигая, люби меня, люби. Манижу аудитория узнала благодаря коротким видеоколлажам в Инстаграм, в которых она исполняла каверы на произведения всемирно известных музыкантов. Дебютный альбом уже своих авторских песен тоже выпустила в Инстаграм. Несколько лет Манижа активно занимается социальными и благотворительными проектами, поднимает острые проблемы в своем творчестве. Она амбассадор благотворительного фонда «Подари жизнь», первый российский посол доброй воли агентства ООН по делам беженцев. Значительная часть социальной деятельности Манижи направлена на проблемы насилия в отношении женщин. В 2019 году состоялась премьера видеоклипа на песню «Мама», посвященной проблеме домашнего насилия. Также вышло мобильное приложение для пострадавших от насилия «Силсила». В этом году Манижа вместе с мамой Наджибой Усмановой учредили одноименный фонд поддержки и защиты людей в трудной жизненной ситуации, который начинает работу на стыке проблем домашнего насилия и вынужденной или добровольной миграции. Вас, как известного музыканта, знают не только в России или Средней Азии. Мы видим то, что вы знамениты уже и на мировой арене. Спасибо. Да, и сегодня мы хотели бы с вами поговорить не только о вашем творчестве, но и о любви к людям, о поддержке женщин. Спасибо. Ну, как мы поняли, вот вы встали и приехали в Кыргызстан. Достали и приехали. Я встала и пошла, я встала и приехала. Мне кажется, это любимая фраза еще мамы. Конечно, конечно, это произошло из уст этой женщины. Это что-то в воспитательных целях было, да? Вот типа Да нет, встала и когда пошла. в семье что-то решается, и вот дети начинают в чем-то сомневаться, переживают, или это получится. Я говорю, так, не паримся,
встала и пошла. Все получится. Все да. получится. Я обычно такое говорю своему сыну, когда говорю, встал и пошел помыл посуду. Встал и вынес Ну, мусор. такое тоже было. Но сейчас миллионы женщин повторяют себе, в первую очередь, да, вот я пойду и сделаю. Да. Это ваш первый визит в Кыргызстан? Как вас встретили? Что вы еще успели сделать? Что еще планируете? Ну, вообще это первый, и мы очень ошарашены и вдохновлены таким приемом. Мы только прилетели, мы еще не видели, все, город не видели, но уже по тому теплому приему, по такому отношению к нам, я уже думаю, что уже все произошло, все случилось. Вот, что правильно сделали, что встали и приехали. Манижа, а ваши впечатления? Вот какие планы у вас в дальнейшем? Ну, приехать сюда, правда, была нашей инициативой. Мы еще хотели приехать год назад, но, к сожалению, из-за пандемии не смогли. Наша с мамой миссия и желание — это путешествовать по, как сказать, по миру в целом, да, но на самом деле по Средней Азии, по Кавказу, изучать культуру и многообразие наших женщин. И наш приезд начался со встречи с гражданским сектором, с активистами, с различными персонами, которые делают, мягко говоря, немало для того, чтобы защитить женщин и детей, помочь, поддержать. Мы, правда, вот как сказала мама, были ошарашены и вдохновлены, потому что, конечно, знакомства всегда должны происходить не только через стены и красоту города, а все-таки через людей. И нам повезло, что мы сразу приехали и увидели таких невероятных людей, которые... Мне очень жаль, что встреча была такой короткой. Я бы хотела еще пару часов с ними посидеть и поговорить. Вот вы приехали сюда, ну не только сюда, в Центральную Азию в рамках глобальной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия». Да? И вот, как мы знаем, тема гендерного насилия, она одна из основных вашей социальной деятельности. Вот скажите, почему эта тема стала для вас такой близкой? Почему эти 16 дней вы решили провести именно в этих странах, в этом регионе? Ну, как я сказала ранее, что мы уже не первый раз выезжаем, и 2 года назад мы были в Грозном, были во Владикавказе, сейчас мы здесь, в Бишкеке, потом мы поедем в Казахстан. Да. Почему так важно? Ну, потому что насилие — это неправильно, и его не должно быть, должно быть больше любви. Как эту любовь распознать и как ее культивировать? Знакомиться друг с другом, рассказывать о своих проблемах, помогать друг другу. И это даже не только, сейчас я красивыми словами все описываю, конечно, еще и создавать правильные пространства, в которых по-настоящему можно помочь. А чтобы их создать, нужен опыт. И мы, на самом деле, приехали сюда, чтобы получить опыт от ваших специалистов, невероятно профессиональных, еще раз скажу, специалистов, чтобы они нам рассказали, как они работают с этой темой, чтобы мы объединили наш опыт и сделали нашу деятельность только сильнее. Вы рассказывали в своих интервью про свою прабабушку часто, и рассказывали то, что одна из первых в Таджикистане 8 марта демонстративно сняла паранджу. И то, что вы сейчас делаете с мамой, можно ли сказать, то, что это наследие вашей бабушки, вашей прабабушки? Ведь в то время было тяжело, да, говорить об этом так на публику. Да, можно сказать, она пробила стеклянный потолок для вот будущих своих... Это правда, это сложно было тогда, и у нее забрали детей, и пойти и все-таки жить, продолжать жить, добиться того, чтобы ей вернули детей, это очень тяжело в то время. Вот, и то, что Манижа несет, как бы продолжить эту миссию. Это очень... Они там рады, видя то, что их труд, их посыл, их желание сделать женщину более полноправной и свободной, он идет и продолжает и развивается. Что это все было не зря, что эти труды были не зря, и все-таки каждый человек, который находит в себе силы помогать, прекрасно понимает, как все-таки, не будем скрывать, все-таки важно видеть результат своей помощи. Это нормально его видеть и радоваться, что ты смог.
Но часто бывает, что мы не видим, да, как бы нам кажется, что это было вот, ну, может быть, зря, может быть, то, но нет. Ничего не происходит зря. Это, опять же, еще одна фраза моей мамы. Все не которая, просто да. так в жизни, и все дается для чего-то. Да, да. Это так. Поэтому я рада как-то нести, как мы уже сказали. Как говорил великий Баста, таков закон сансары, да, мы говорим голосами. Наши дети говорят. Великий Баста. Баста будет тоже рада. Да, да. Цитирую великих людей. Мы знаем, что вы с мамой, да, что вы с дочкой учредили фонд. Расскажите про свой фонд. Чем он будет заниматься? Как вообще пришла такая идея? Ну, дело в том, что когда я приехала после войны в Москву, и было тяжелое, сложное время, у меня не было документов, тогда не было еще этих фондов, которые могли бы помогать, а если они были, я о них не знала, и находясь в статусе беженца, мигранта, без документов, с ребенком на руках, очень сложно адаптироваться ну, в новом пространстве. И я прошла этот путь со своими детьми. И когда у нас появилась возможность помогать другим, мы до этого точечно помогали, то есть помогали мы всегда. Если у кого-то какие-то проблемы, там, насилие в семье, устроить на работу, сделать регистрацию, там, устроить школу. Но во время, Просто купить билеты. Да, во время пандемии помогали мигрантам, которые остались без работы и не могли вылететь. Мы им помогали и деньгами, и продуктами. То есть это путь длинный, долгий к осознанию того, что ты сейчас в том статусе, в той возможности, когда ты можешь помочь, делиться с ближним своими знаниями, своим хлебом, своими возможностями и средствами, чтобы помочь человеку поверить, что есть хорошая жизнь, есть возможности. Вот. И поэтому вот основная задача наша была создать некую такую руку помощи для беженцев, для мигрантов, для детей. Мы занимались всем. И вот сейчас, создав фонд, мы как-то разграничили какие-то задачи, расставили, Систематизировали всё, систематизировали, разработали стратегию, по которой мы должны идти. И у нас очень много, конечно, больших впереди планов. И мы будем идти к этому для того, чтобы помочь именно женщинам и людям, не только женщинам, и мужчинам, и детям, и женщинам в трудной жизненной ситуации. А трудная жизненная ситуация – это не иметь документов, не иметь медицинской помощи, оказаться под действием там, ну, абьюза, там, домашнее насилие, медицинская помощь. В общем, спектр задач большой. Манижа, а можно вот узнать, что означает сила? Потому что вот мы с Алией тоже догадали перед эфиром. Мы гуглили, искали перевод. Что с арабского почему именно как такое ряд, название? цепь. Это имеет к вообще этому в отношение? восточных языках изначально имеет значение как цепь, как связь, как нить. В Таджикистане силсила иногда говорят как нить, силка, как шелк. То есть у этого слова достаточно много значений, но, конечно, самое главное его значение было, почему вот появилась сила. Потому что, когда мы говорим, что чтобы человеку что-то преодолеть, ему необходимы силы. И здорово получилось, что обрести силу, нужна рука помощи, нужна цепочка. То есть как бы помочь можно же не просто как бы одним советом, а цепочкой действий. И эту цепочку действий нужно знать. И все сообщества, все организации благотворительные, они создают эти цепочки действий, и мы в том числе создаем их. Только в данном случае наш фокус на данный момент, то есть мы принимаем всех, и как бы мы рады помочь каждому и будем помогать, но фокус на данный момент именно на мигрантках и на беженках, потому что это самый уязвимый. Группа. Да. И я понимаю, что пройдя тоже и наблюдая за своей мамой, и видя, как это было сложно, и
работая уже 2 года вместе с УВКБ ООН как посол доброй воли, я еще глубже погружаюсь в эту тему и в эту проблему. И сама ситуация даже с Евровидением, то, как восприняли, что девочка из Таджикистана поет про русскую женщину, говорит о том, что все-таки как бы проблема есть, над ней стоит работать, раз. А во-вторых, в России огромное многообразие национальностей, и это нужно всегда учитывать. Ну, как бы это было и в советское время, и как Советский Союз распался, это и осталось до сих пор. Если у нас какие-то нарисованы на картах границы, но мы говорим очень многие на русском языке, мы находимся в одной стране в какой-то момент, но делим друг друга и не как бы пренебрегаем друг другом, вот этого мы хотели бы И тоже. ментальность у людей разная, это надо тоже учитывать. У женщин. Женщины с восточной ментальностью, им не подходит формат, вот сложно им принять, не то, что не подходит, я неправильно сказала, им сложно принять европейский формат Ценности феминизма, например, ценностей жизни. Вот. И поэтому наша задача, мы некий мост, мы некий адаптер в этих вопросах. Да? Если мы начнем уважать и изучать, и понимать культуру других стран, и вникать, тогда наша помощь будет действенней. Мы найдем тот язык, на котором действенно объяснить, что нельзя терпеть насилие, что можно жить иначе, можно работать, можно зарабатывать деньги, можно поднять своих детей, можно дать им образование. Не только зависимо от тех стереотипов, которые тебе заложены. То есть жизнь продолжается. Когда-то не было интернета, сейчас интернет. Раньше мы сидели в библиотеках, сейчас никто не сидит в библиотеках. Жизнь меняется, и ментальность, и восприятие жизни у женщин тоже должны меняться. Поэтому у нас в фонде уже в штате есть и юристы, и психологи. Значит, у нас тесное взаимодействие с сообществами, которые помогают женщинам. И вот данный нас приезд, это задача изучить именно киргизских женщин, киргизских мигрантов, ну не только женщин, ментальность, жизнь. Вот я, например, сегодня на встрече вот говорила девочкам, когда показывали картины, я впервые узнала, что в Киргизии воруют девочек-невест. Умыкание невест. И я не знала об этом. Я думала, что это только там на Кавказе бывает. А тут я была в шоке. Я смотрю, думаю, ну вот, я для себя сделала новое открытие. Значит, и если это уже есть, и это уже нормально, и это уже как бы обряд, то понятно, что и соответственно, что ты можешь взять и как бы решить свою судьбу, но не спрося у девочки, использовать свою силу и то есть это же возможно. Если взять, ты применяешь, как правильно говорит Манижа, силу, и ты ее воруешь, и все. А хочет она или нет? Манижа, у меня вот такой вопрос к вам. 3 года назад вот ваша песня «Мама» вышла, мы про нее тоже немножечко в сюжете успели посмотреть. Песня про домашнее насилие, и вот очень актуальная тема и для нашего региона. И вот фраза из песни «Не для того меня обнимала мама, чтобы сегодня я промолчала». Эта фраза, я могу сказать, как нельзя лучше отражает основную проблему. То есть у нас в нашем регионе, в нашей стране конкретно принято умалчивать, да, терпеть, не выносить ссоры из избы, то есть не быть той женщиной, которая вот ходит, жалуется, да, то есть все терпят, и ты терпи. Или, да, а если соседи узнают? И вот сама песня, она получилась очень эмоциональной, я бы даже сказала, очень личной. Да, вот что вас, можно сказать, вдохновило на создание этой песни? Ну, конечно, это личная история. Я не хочу вдаваться в подробности этой истории, но могу сказать, что это абсолютно осознанное решение было написать эту песню и создать этот видеоклип, и создать это приложение, кнопку «Помощь». Потому что мне всегда было интересно с самого детства, почему артисты так мало высказываются на эти темы. Не только артисты, вообще медиапространство не так часто говорит об этом. Неудобно, что ли, некомфортно, или этого не существует, хотя среди моих друзей практически во всех семьях это было. И происходит в некоторых семьях до сих пор.
И не зря создаются все эти организации, не зря как бы создаются какие-то проекты, потому что эта проблема существует очень давно, и она не решена. И мне кажется, что решить ее можно, помимо того, что создавать песни и так далее. Это тоже классно. Я за то, чтобы через искусство вдохновить человека, через искусство изменить его точку зрения хотя бы немного. Ну, расскажи, сколько тебе писали после этой песни? Да, на самом деле, как раз-таки это был такой старт, потому что после релиза стало приходить огромное количество сообщений. Помимо того, что просто писем, Люди начали делиться, да? своими историями, люди стали обращаться за помощью. Особенно стали обращаться за помощью девочки, женщины из Средней Азии, из Кавказа. Из Германии да, даже из Германии. Но для меня всегда было, конечно, до слез читать это все. Потому что я, честно скажу, я до сих пор не могу дочитать все комментарии под клипом, потому что я начинаю плакать. Настолько искренне. Читала и тоже сплакнула. И очень много писал больно. мужчин, кстати, в том числе. И то, как сыновья пишут, что как издевались матерями. отцы над матерью, и что ничего он не мог сделать, и что мать до сих пор живет с отцом. Это, конечно, сложно, но за это время, так как мама у меня ведущий специалист, она психолог, я видела с детства, как она помогала людям. И это значит сказать, что когда появляется возможность, можно помочь, она помогала, когда и не было возможности, когда не было хлеба, и когда она все равно шла и помогала. Мне кажется, что здесь помощь не зависит от количества денег в твоем кармане. Помощь все-таки она про то, сколько человечности внутри и желания. И да, есть люди, которые не любят помогать, их не стоит осуждать, это такие люди. Но все-таки по чуть-чуть помогая, если мы так поднимемся над этой помощью и посмотрим сверху, мы видим, что вау, оказывается, мир меняется. Хотя каждый сделал по маленькой крупице. Даже тот человек, который написал в комментариях историю о своей семье, поможет другому человеку понять, что он не один. А значит, он имеет право об этом рассказать. А значит, он может получить помощь и, возможно, помочь своей семье. Ну, для них самих, мне кажется, тоже такой-то путь к исцелению. Да? Конечно, это была своего рода терапия, высказаться. Это же очень важно, когда ты, вот как вы сказали, принято вот воспитывали, умалчивать эти страхи. Вот, ой, а зачем я скажу, ой, меня потом не примут. И это копится много-много лет, и это держится, и вот даже, и когда ты это высказываешь, тебе вдруг становится легко, что ты это сказал. Я тоже в свое время пошла на это, я много думала, ну как там, что. В итоге я это сделала, никому не сообщила, забрала детей и скрылась. Потому что для меня важно было сохранить, чтобы мои дети по-другому жили и понимали. Вот, поэтому, чтобы в них это не впиталось. Да. И тут главное, вот хотя бы первый шаг – это осмыслить в себе эту боль. Второй шаг – суметь это высказать, поделиться этим. Когда вот мы говорим «делитесь хлебом», это хорошо. А почему мы не можем делиться болью? Это же тоже хорошо. Да. А нам почему-то прививают нет, чтобы соседи не узнали, этот не узнал, тот. И все стараются это скрыть. Да. А вот не надо бояться скрывать, поделись. Просто порой, что можно обратиться к семье, и семья может не понять. Да. Это нужно принять. Такое может случиться. Поэтому создаются все эти организации, в которых есть психологи и есть юристы, которые могут тебя услышать и помочь. И действительно страшно некоторые вещи говорить семье. Особенно я знаю, что такое традиционное воспитание, я видела традиционную культуру, я все лето проводила в Таджикистане, я понимаю это очень хорошо, я понимаю, что такое, когда ты скажешь одно слово, уже весь район знает об этом слове. Причем уже в другом, уже в другом смысле. Уже каждый Ты как бы не, ты вообще как бы не это имел в виду, но тебя так восприняли, и, конечно, это ужасно. Особенно сложно, когда ты на заработках в чужой стране, когда ты понимаешь, что у тебя нет никаких документов,
Ты не можешь снять квартиру, потому что, во-первых, у тебя нету работы, нету денег, а даже если появились какие-то средства, порой лицам неславянской внешности не сдают квартиру. Ты одна с детьми, ты не можешь вернуться к семье, семья скажет, вернись к мужу. Ну, то есть какое огромное количество препятствий рядом с этой женщиной. И пандемия, она внесла очень жестокие коррективы в это во все, потому что когда люди лишались работы и оказывались вдвоем в одном пространстве, это еще в лучшем случае, некоторые люди оказывались на улице, то женщина теряла работу, и она становилась максимально экономически зависимой от своего мужчины. И это становилось главным его как бы ужесточением к ней, использованием этой причины, контролем, уничтожением просто. У нас вот в стране первые несколько месяцев пандемии уровень домашнего насилия возрос на 60%. Это только из зафиксированных. Официальной статистики, да. Потому что появились причины контролировать, причины властвовать, причины бить. Вы немного затронули вопрос о медиа. У меня такой вопрос. Что для вас значит феминизм? И каково это нести феминистическую повестку и сочетать это с творческой деятельностью? Потому что, например, в Кыргызстане у нас очень мало звезд и вообще мало селебрити, да, которые открыто выражают свою гражданскую позицию, говорят об этом открыто, о правах женщин тем более. Потому что они считают, и они боятся потерять свою аудиторию, у которого традиционные взгляды. Да. И должна ли быть какая-то ответственность у артиста или просто либо песни, спектакли, его концерты, это всего должно быть достаточно? Феминизм для меня всегда был первое, это про выбор, что у тебя есть выбор, а второе это просто образ жизни. И на самом деле я отвечаю на ваш вопрос, что все эти артисты имеют право быть ответственными за то, что они говорят, и не быть ответственными. И наша задача не осуждать их за это, а делать свою деятельность такой, какой мы видим. То есть нам же не нравится, когда вторгаются в нашу жизнь, пытаются нас чему-то учить, когда мы понимаем, что это нам не подходит. Но мы и сами тогда не должны так поступать в отношении других. Кажется, что у каждого свои сделки с совестью, и каждый сам понимает, к чему он идет. Возможно, если он публично не высказывается, мы никогда не знаем, что он в личной жизни делает. Потому что в личной жизни такое количество совершает хороших поступков, что не так важна его публичная позиция. Мое творчество — это мое видение, и моя радость, и моя боль. И я за нее несу ответственность. Потому что если ты делаешь выбор, ты понимаешь прекрасно, какую нужно за него нести ответственность. Вот ваша песня «Russian Woman», да, «Русская женщина», вызвал такой бурный интерес и в тот же бурные споры. Я помню, что в каком-то интервью вы спорили и разговаривали с женщинами, с подругами своими, и пришли к выводу, что русская женщина, она сильная, она разная и сильная. А как вы считаете, какая она среднеазиатская женщина? Разная и сильная. Это русская женщина, это как состояние души, я уже часто говорю, и как во время Евровидения многие писали, что эта песня во мне пробудила русскую женщину, хотя я итальянский мужчина или там, не знаю. Да, я читала это. То есть, на самом деле, весь мир понимает, о чем это. Ну, то есть не конкретно про эту песню, а о чем это быть многообразным и сильным, быть уязвимым и сильным, быть честным, а значит уязвимым, а значит сильным. Это про женщину. И я очень верю в женщин. Я считаю, что их дар и умение любить поможет им себя в первую очередь спасти из всех токсичных и страшных ситуаций, в которые они могут попасть. Вот продолжая влияние медиа, да, на женщин, вот вы участвовали в проекте «Покажите нас». Это был очень ярко запоминающийся. И он был вот в поддержку разнообразия как раз-таки, да, женских образов, в том числе в медиа. И вот абсолютно прекрасный был ролик с разными женщинами. Плюс во время одного из выступлений вы сняли себя мейк, да, и после чего девушки тоже начали выкладывать свои фотографии без макияжа. Вот, то есть вот боролись с этим страхом быть естественной, показать тебя, да, как есть. Вот классические медийные образы женщины, по-вашему, вот какие они? И какое влияние на девушек эти классические медийные образы оказывают вот на наше восприятие себя, на нашу самооценку, на нашу жизнь в целом? И почему очень так сложно в целом вот
женщинам, девушкам принимать себя, да, быть естественными. Даже вот я, да, несу такую повестку, тоже про феминистическую, всегда говорю, давайте будем собой, вот я без мейка. Но потом в какой-то момент наступает, я чувствую себя уязвимой, я накладываю фильтр, да, там, маску, чуть-чуть пытаешься здесь гладить, там, плохого да. в фильтрах, в масках и в том, чтобы быть без макияжа. Задача в том, чтобы признать, что ты можешь быть и без макияжа, и быть с фильтром равнозначно. А не говорить, когда ты с фильтром, что это я без макияжа. Ну, понимаете, что я имею в виду? Ну, то есть Честность. ты сегодня не хочешь быть с макияжем, скажи об этом, не стесняйся. Ты сегодня хочешь ярко накраситься, ты хочешь сделать себе инъекцию, ты хочешь сделать себе пластическую хирургию, пожалуйста, просто скажи, что ты это, не ври никому, что это у тебя от природы появилось такое. Вот с этим стоит бороться, что с этой ложью. Я так Потому что- проснулась, да? Да, потому что социальные сети, особенно Инстаграм, он же про красивую жизнь. Идеализирует, Мы же не выкладываем там, когда нам грустно что-то. Когда нам грустно, мы листаем все эти красивые картинки, Когда нам нам грустно, становится мы идем еще в грустнее. Да. То есть мы смотрим все время на красивую жизнь, и мы сами выкладываем красивую жизнь. Ну, за весь день, вот если проснуться утром и наблюдать за собой весь день, мы понимаем, что за весь день мы меняемся очень много раз. И мы можем хорошо выглядеть из-за гормонов внутри, мы можем плохо выглядеть из-за отсутствия каких-то гормонов. Ну, то есть это нормально. И проект «Покажите нас», вообще вся история для меня лично, она была про то, чтобы показать людям, что я могу быть и такой, и такой. Потому что когда люди меня встречали на улице и не узнавали, говорили, что вы, конечно, на фотках другая, меня это оскорбляло очень сильно. А потом я поняла, что я действительно на фотках другая. Потому что это правильный ракурс, правильный свет, правильный мейкап, ретушь. Ну, я так в жизни не выгляжу. Вот. Нет, вы выглядите так же. Спасибо. Мы вас сразу узнали. И не ношу с собой Самое фильтр. главное, мне еще кажется, Принимайте в этой себя истории, самими да. себями, да? Надо девочек именно воспитывать и мальчиков, чтобы они могли не бояться и не стесняться себя и своего тела. Вот у нас недавно была история, этот мальчик-фанат Манижин, он ко мне подходит и говорит, Маниж на сцене, он мне пишет, я его на все концерты протаскиваю. Он говорит, вот со мной никто не дружит. Я говорю, почему? Потому что я полненький. Я говорю, а ты красивый. Он говорит, а вот они. И для него оказаться возле Манижа, это доказать другим ребятам, что он крутой. Что у нас И я понимаю, что для него в данный момент это важная задача, и Манишка с ним там и фоткалась, и все. Не то, чтобы сделать назло другим, а то, что он самоутвердился в себе. Вот продолжая эту тему, Манижа, вы часто говорите, что ваша мама для вас пример самостоятельной, сильной женщины, да? С моей коллегой Алией очень часто разбираем такие темы о поддержке женщин, о поддержке мамы дочерей. И как вы думаете, как девушка может сама, без помощи близких и родственников, быть свободной? Я считаю, что в мире столько еще людей. Очень обидно, конечно, когда в семье нет понимания. Но, как и в песне Russian Woman, что сын без отца, дочь без отца, но сломанной family не сломать меня. Песня. Да, то есть Из Russian Woman, у меня да, есть огромное количество вокруг знакомых, которые нашли семью в друзьях, которые нашли семью в работе, которые нашли семью не по ДНК, а по тем случаям, по встречам, которые их ждали дальше. Ну, жизнь не заканчивается, да, жизнь не заканчивается, жизнь идет, и ты вместе с ней идешь. И, конечно, я за терапию. Я за то, чтобы мы могли с терапевтом это проходить. Потому что у всех у нас есть осадочные явления после взаимодействия там, с теми или иными родственниками или близкими в семье. Не бывает идеальных семей. Близких связей. Как бы, и чтобы не натворить огромное количество ошибок из-за обид внутренних, нужно эти обиды проработать.
И быть той самой мамой для своей дочки или сына, и быть тем самым папой для своего дочки и сына, хотя там в твоей жизни там не было того папы, который был бы тем примером. То есть наша проблема с детства, что мы так идеализируем родителей, что нам кажется, что родители — это какие-то супергерои. Родители — это обычные люди, у которых бывали проблемы, плохое настроение, разочарование, депрессии. И как бы то поколение родителей, про которых я сейчас говорю, они не ходили к психотерапевтам, они не ходили на терапию, они все делали сами, внутри себя все это копили. И еще когда общество традиционно говорило им, вот надо сохранить семью, неполные семьи — это кошмар и мрак, и они вот в этой токсичной нелюбви и несчастье воспитывали огромное количество детей. А ведь, наверное, лучше было разойтись и начать новую жизнь, и это дало бы больше счастья детям, которые бы увидели счастливых людей в разводе, чем несчастных в семье внутри вместе. Ой, я как-то тоже так твитнула, меня потом обвинили в пропаганде разводов. Сказали, сама развелась, теперь других разводишь. Слово это тоже мое. Очень много у меня тоже травм. Да вы знаете, людям всегда найдется, что сказать. Хорошо, ты поступил плохо, им всегда найдется, что сказать. И как один очень хороший мой знакомый сказал, что ты думаешь, за добро не наказывают? И за добро тоже наказывают. Вопрос в том, что надо это... Я уже делать это, добро и убегать. Я уже это приняла. Не надо бежать, просто делать и все. Просто делать не из-за того, чтобы ждать в ответ, что тебе скажут спасибо. А в ответ скажут много всего. Да, все. А в ответ могут всего, а делать потому, что тебе это хочется делать. От того, что тебе это в кайф. Мы затронули тему традиционной, да, семьи, то, что, ну, вот про стереотипы, запреты, ограничения. Вот вопрос, можно сказать, вам обеим, да? Вы из традиционной азиатской семьи. Какие традиции, вот очень интересно, вы сейчас сохраняете, а какие, по-вашему, нужно менять? И, может быть, даже конкретно по отношению к женщинам какие-то традиции, как считаете, уже не актуальны или даже несовместимы даже с жизнью, грубо говоря, да? Ну, я считаю, что культура, она всегда сохранится, да, это, значит, отношение к взрослым, отношение мы к говорим старикам, с мамой общаемся, отношение к детям, да, вот эти традиции, как ты там, есть какие-то традиционные праздники восточные, когда надо помянуть умерших, когда надо поблагодарить Бога за то, что Он тебе дал возможности жить и развиваться. Мы этого всего придерживаемся, да, ну как бы нам это нравится. Там, когда мы кого-то провожаем в последний путь, мы придерживаемся этих традиций. И, ну, как бы во всяком случае я пыталась детям это привить, и все очень традиционно. То, что у нас ужин всегда семейный, и все мы собираемся. Если дни рождения, то мы все друг к другу уходим, и не из серии, что ну, мне неохота или мне некогда. Кстати, день рождения у сестры нашей. Вот, что старшие братья несут ответственность за младших братьев и сестер. Вот, то есть это Всё у нас, как у нас. Да, все традиционно, да. Ну, а что бы я изменила бы, вот я считаю, вот для женщин, я не знаю, как это будут все воспринимать, но традиционно нас воспитывают так, что вот ты в семье растешь, и вот там придут, посватаются, ты выйдешь замуж, придет некий рыцарь, ну, родители придут, посватаются, а неизвестно, этот парень хочет или нет. Ну, родители между собой договорились о том, что этот брак хороший, наша семья, ваша семья, уровень одинаковый, все. И порой происходит такое, что люди там женятся, а они друг друга не любят, и начинается вот это домашнее насилие. Я бы, я бы вот это изменила, что дать выбор молодым, выбирать свои отношения, да? Выбирать, куда идти учиться. Да, выбирать, куда идти учиться. Выбирать, где работать, в чем ходить. Больше верить в своих детей, как в мальчиках и девочек, доверять им. А все-таки в мусульманских семьях восточных есть приоритет старшего голоса.
ты маленький, ты не понимаешь, молчи. А порой голоса, как говорят, устами младенца гласит истина. А можно прислушаться. Я бы вот эти вещи поменяла. Если говорить в таджикской семье, обычно мальчики женятся на своих. Да? У меня сын старший женился на девочке с Украины. Вот. Манижа собирается замуж выходить, он грузин. То есть, да. Вот. И я придерживаюсь того, что тут выбор детей. Главное, как меня моя мама учила, а ее мама учила, главное – любовь. Вот если любят, не надо препятствовать. Подводя итоги, да, сегодняшней беседы, Манижа, хотелось бы вам задать вопрос. Мы сегодня говорили о том, какая русская женщина, какая среднеазиатская женщина. Вот какая вообще должна быть женщина? Вообще должна ли она быть? Должна ли женщина быть? Должна ли она вообще быть? Какой-то. Потому что и так от нее много спроса от женщины. Да, Она всё должна должна это. и должна. Да. Мне Очень кажется, много ничего. стараются женщины все время, да, быть вот такой, такой. Быть мамой, такой. быть работать, Везде или должна быть когда ты стараться хорошей. везде Когда успевать. ты добиваешься Быть собой. успеха в какой-то большой компании, то ты должна работать наравне с мужчинами, и плюс ты еще должна работать над тем, чтобы доказать, что ты лучше их, потому что тебя все время воспринимают женщины в коллективе. Как справляться с этим напряжением? Я не знаю. Мне кажется, что вот когда ты любишь, вот я люблю свою работу. И я могу работать 24/7, я могу устать, я могу злиться. Но я люблю свою работу, и поэтому я не отступаю от нее, и она меня все время вдохновляет, даже когда мне тяжело. У меня есть силы все время. И здесь то же самое, что понять, если тебе что-то делать несчастным, это первый звонок к тому, чтобы сделать себя счастливее. Такая банальная мысль, но как-то более осознанно относиться к своей жизни. И все-таки она же как бы жизнь, правда, короткая. И мы так долго сидим и тратим ее на то, что нас уничтожает. А я считаю, что женщина ничего никому не должна. Да, Все это время тоже. вопрос, а что должна сделать, а вот что должна, а вот что должна. Да никому ничего не должна. Она должна быть, вот любить себя, как говорится, ценить себя, развиваться. Если у нее есть любовь, то у нее все получится. И работать успеет, и детей накормить, и мужа облизать, все успеет. То есть любовь должна быть внутри, Да, и да. она... Да, она поможет всегда. Это был эксклюзивный выпуск программы «Эджей Сингделер». Сегодня у нас в гостях была музыкант, талантливая певица Манижа и ее продюсер и мама Наджиба Усманова. Передачу вели мы, я Алия Суранова, и моя коллега Айгерим Аклбекова. Мы прощаемся с вами до следующей недели.